От Москвы до окраин. Географический диктант сегодня шагал по всей стране. Сейчас отвечают на вопросы заочно онлайн. Главное, чтобы это нравилось моей маме. Сегодня праздник наших любимых, любящих, дорогих, бескорыстных и родных матерей. Ингушский долгожитель идет на поправку. После проведенной в здоровом поколении операции дедушку Апаза Илиева привезли на осмотр. Это новости 24. Добрый вечер. Сегодня ровно в полдень во всех регионах России и за рубежом стартовал географический диктант. Масштабная образовательная акция, инициируемая президентом страны Владимиром Путиным, проводится Русским географическим обществом уже в третий раз. Его также писали в 26 странах, таких как Аргентина, Австралия, Турция, Чехия и Китай. В этом году диктант проходил очно на специально организованных площадках и онлайн. О том, как прошло мероприятие в Ингушетии, подробно расскажут наши корреспонденты. Сегодня мы с вами пишем географический диктант. Впервые он состоялся по инициативе председателя попечительского совета Русского географического общества Владимира Путина 1 ноября 2015 года. В НГУ сегодня много гостей. Университет стал одной из площадок международной образовательной акции «Географический диктант». В числе приглашенных гостей председатель Народного собрания Зелимхан Евлоев, представители географического сообщества, казачества и студенты. Ингушское отделение Русского географического общества считается самым молодым в стране. Оно открылось 3 года назад. Председатель сообщества Джамбулат Аздоев поделился, что за короткий срок ингушские географы разработали 3 масштабных проекта, которые будут реализованы в скором времени. Совместно с отделением ТСА в России по республике Ингушетия мы ведем работу по созданию авиамодельного клуба для детей и подростков республики. У нас создан авиаклуб на базе аэропорта. И надо, чтобы с детства молодежь, она стремилась, интерес был именно конструкторский, именно инженерный, именно технический. Перед началом диктанта организаторы провели викторину. Те, кто смог ответить на вопросы ведущих по географии, получили призы. Один из главных принципов диктанта – анонимность. Поэтому результаты никто, кроме самих участников, не знает. Начало диктанта, и на экране появляются вопросы, озвученные известными телеведущими и актерами. Назовите российский город, в котором градообразующим предприятием является КАМАЗ. С начала акции прошло совсем немного времени. Иса Арчаков с легкостью ответил на 6 вопросов. Но на 7-м депутат Народного собрания задумался не на шутку. В таком случае остается только довериться интуиции. Вот этот вопрос у меня под сомнением. Тут 2 ответа у меня более-менее подходящие. 6-й вопрос. Из предложенного списка выберите почвы, на которых в России получает основной объем урожая льна-долгунца. А, значит, черноземные, Б, коричневые, В, подзолистые, К, каштановые. Так, тут у меня, значит, между черноземными и подзолистыми вопрос. Я знаю, что лен-долгунец лучше всего растет на подзолистых почвах. Но в России я знаю, что он произрастает в центральных областях России, где лен-долгунец, значит, используется в легкой промышленности. В числе участников и Ахмед Арсамаков. Ему в этом году исполнилось 84 года. Несмотря на сложный жизненный путь и отсутствие высшего образования, дедушка в прекрасной форме и готов к интеллектуальным заданиям. Член примирительной комиссии привык к любому вопросу подходить тщательно, поэтому внимательно изучает каждый пункт. Вот и еще думает, и вот изучает все написано. Читает еще. Читаю и дальше буду отвечать. Диктант состоит из 30 вопросов. Для Исмаила Евлоева самым сложным вопросом был первый, но он нашел на него ответ. Вопрос 22. На каком из 3 космических снимков изображена тундра? Так, смотрите. Третий рисунок. Как думаешь? Скорее всего, да? Наверное. Почему? Ну, сначала надо посмотреть варианты. Ну, А это точно. Смотри. Ну, нет, ну, А это. Ну, хотя, да, Б, скорее всего, да? Наверное. Действуем методом исключения. Это не А и не В, поэтому Б. А что, можно? Так, значит, отмечаем Б. Правильный ответ Б.
Такая международная акция, в которой участвуют 25 стран мира, очень полезна для проверки своих знаний в географии, считает мэр города Магас Беслан Тичоев. Для того, чтобы развиваться и свои знания расширять, я считаю, что необходимо хорошо знать географию. И сегодня, благо, такая возможность для нас представилась. И я очень рад, что вот это мероприятие оно проходит в рамках Ингушского госуниверситета в Магасе. И видно, что этот университет становится не только образовательным учреждением, но и базовой площадкой для каких-то дополнительных уже образовательных каких-то направлений, секций и так далее. Еще одна площадка для проверки знаний – 4-я школа в городе Назрань. Здесь за парты сели как учащиеся, так и их родители. Я как бы готовилась, но я уверена, что я его сдам. Нужно просто верить в себя, и все получится. За порядком проведения диктанта следят приглашенные гости. Это депутаты городского собрания и представители мэрии города. Всем участникам акции раздали специальные бланки, в которых нужно указать свой возраст, род занятий и отношение к географии. Географический диктант проходит 2 этапа. Сначала будет просто викторина общего характера на знание географии, знание истории, знание литературы. Все связано именно с географией. То есть какие реки упоминаются в литературных произведениях, какие исторические места упоминаются и так далее, и так далее. Затем уже будет непосредственно розданные тесты, в которых четко дети должны, все участники должны прописать свои варианты ответа. 3-й международный географический диктант добрался и до горной части Ингушетии. Айрат Уразгалиев возможность принять участие в этой акции упустить просто не мог. География для него один из любимых предметов. Диктант в среднем, как нормально, средняя сложность. Отвечал на вопросы на все. Не уверен, что они все правильные. Вопрос прозвучал, и уже стартует обратный отчет. Все участники думают над ответами. Несмотря на выходной день, наравне с учащимися диктант также пишут учителя и почетные гости, представители Народного собрания Ингушетии и местной администрации. Тестовые вопросы по диктанту, включающие в себя 30 пунктов, разделены на 3 блока. Диктант состоит из 30 вопросов. 10 вопросов касаются географических понятий, 10 вопросов карты и 10 вопросов на записки и путешественников, и в каких произведениях, в песнях говорится о реках России, о городах. Долго раздумывать над ответами у участников времени нет. В первых 2 блоках на ответ дается 1 минута. Ну а в 3-м, в силу сложности вопросов, время удваивается. Эта акция в общеобразовательной школе Джейраха проводится впервые, и направлена она в первую очередь на оценку уровня географической грамотности населения. Проверить свои знания в этой области здесь мог любой желающий, вне зависимости от возраста. Пройдя тест, участники узнали для себя много нового. Такие диктанты на пользу не только учащимся школ, но и их учителям. Наша страна уникальна, очень много у нас интересных и красивых мест, которые внесены и в ЮНЕСКО, и зачастую у нас очень большая часть населения не знает об этих заповедных зонах, не знает и об этих красивейших местах не знает. И потому, если вот такие диктанты будут проходить, наверное, будут больше интересоваться. В завершении встречи всем участникам раздали сертификаты, подтверждающие их участие в большом диктанте. Результаты будут известны 30 числа. Международное тестирование проходит как на специально организованных площадках, так и онлайн на сайте проекта diктант.rgo.ru. Желающим пройти тест здесь необходимо заполнить форму из нескольких пунктов, указать местонахождение, пол, возраст, после чего можно приступить к заданиям. Онлайн-диктант стартовал сегодня и продлится до 14 часов 30 ноября по московскому времени. Юсуп Гилисханов, Михаил Тангиев, Саид Куштов. Новости 24. Глава Ингушетии в рамках инспекционного выезда проверил ход строительных и отделочных работ в школе на 704 места в административном округе Гамурзиева, Назрани. Объект находится на стадии завершения. Руководитель субъекта осмотрел кабинеты, актовые и спортивные залы, технические помещения, коридоры и лифтовые холлы. Отмечая качество работ в целом, тем не менее обратил внимание на необходимость строгого соблюдения ответственными лицами сроков сдачи объекта в эксплуатацию. Янузбек Евкуров дал поручение председателю правительства, первому вице-премьеру и министру строительства держать каждый момент под личным контролем. Все должно быть сделано качественно, строго, соответствовать техническому заданию и под надзором лабораторий строительной экспертизы, отметил глава.
Сегодня, в последнее воскресенье ноября, отмечают День матери. В России этот праздник стали отмечать сравнительно недавно. Он берет свое начало с 1998 года, воздавая должное материнскому труду и их бескорыстной жертве ради блага своих детей. Невозможно поспорить с тем, что этот праздник вечности из поколения в поколение. Для каждого человека мама – самый главный человек в жизни. В Магасе на аллее матерей России прошло чествование ингушских мам. Ну а в Доме ветеранов вручили 25 медалей за достойное воспитание матерям погибших при исполнении сотрудников. Залина Могушкова расскажет обо всем подробно. Этот теплый праздник собрал людей на аллее матерей России. 3 года назад около 150 женщин из 85 регионов России посадили здесь деревья. Во всей стране это единственный памятник, посвященный матерям. Горянка-мама будто смотрит на младенца в своих руках, и одновременно ее взгляд направлен на двоих детей постарше. Внимания матери всегда хватает на всех детей, сколько бы у нее их не было. Забывая обиды свои, нас в беде поддержать они рады. Не забудьте, что где-то вас ждут. Приезжайте, почаще звоните. В честь праздника здесь состоялось торжественное награждение медалями и грамотами за достойное воспитание детей. В числе награжденных многодетные мамы, у которых не 4, не 5, а 7 и более детей. Марем Мириеву всегда называют многодетной мамой, хотя у нее самой их никогда не было. «Я их не родила, но это мои дети», — говорит Марем. На ее попечении 7 сирот. Младшенький, которому было 2 года, когда умерла мать, закончил ординатуру в этом году. И вот на той неделе должен приехать уже врачом с дипломом, с сертификатом врача, детского хирурга. В нем воплотилась моя мечта. Я тоже мечтала о медицине, и у меня дома вот теперь медик. Особую признательность выразили матерям воспитавших спасателей, которые, несмотря на свой юный возраст, готовы спасать жизнь, подвергая себя опасности. Кроме того, поздравления в свой адрес получили родители спортсменов, прославляющих Россию на мировой арене. В том числе мама именитого боксера Ислама Тимурзиева, которого не стало 2 года назад. Память о нем чтит вся республика. Конечно, любая женщина, мать, она всегда утешение находит в своих детях. Дети – это для женщины самое большое счастье. А хорошие дети – это вообще счастье. У меня вот было 4 детей, 2 я двоих похоронила, 2 еще живут. Я бы каждой матери желала бы детей, которые понимали мать. Взаимопонимание между матерью и детьми – это самое важное отношение, которое может. Вот то, что мне моя мама говорила и учила к чему, я старалась передать своим детям. В торжественном награждении приняла участие заместитель председателя Всероссийского общественного движения «Матери России» Екатерина Баттиева. Она поздравила всех ингушских матерей от лица всего общества. Любви, счастья, здоровья. Будьте здоровы. Если вы будете здоровы, будут здоровы ваши дети. Чтобы такая погода, как сегодня, в республике солнечная, яркая, царила в вашей душе, в вашем сердце. Женщины с цветами и с медалями на груди все же считают, что их мамы больше них самих заслуживают самых больших почестей, ведь они их вырастили в непростое время. У меня мама врач-акушер-гинеколог Ташигульга Мадина Гиреевна. У меня замечательная мама. Я думаю, что многие в республике ее знают, потому что через ее руки прошло очень много детей, которых уже свои дети и внуки уже есть. Сегодня обязательно поеду, обязательно поздравлю. В первую очередь маму получают поздравления от своих детей. Магомед Костоев от своего лица и от 2 своих братьев решил поздравить маму Мадину через прямой эфир нашего канала. Хотелось бы поздравить свою маму и всех матерей России, чтобы каждая мама России могла с гордостью сказать, что это мой сын или моя дочь. Желаем им счастья, добра и любви своих детей. 25 медалей за достойное воспитание также вручили и в Республиканском доме ветеранам, матерям погибших сотрудников при исполнении служебных обязанностей. Выбрать слова для женщин, потерявших своих сыновей, не так просто. Мать – это самое дорогое слово, мать. Потому что мать, она переживает, она за нас болеет, она, когда она плохо, ей намного хуже бывает. Поэтому, что я хотел вам пожелать? Счастья, здоровья, самое главное здоровье.
чтобы всегда были вот такие вот веселые, такие жизнерадостные, чтобы мы никогда не видели в ваших глазах слез. Сын Фатимы Дзейтовой Шамсудин всегда хотел работать в органах внутренних дел. Молодой человек начинал только жить, и ему было всего 23 года. Мама помнит дату его смерти – 22 октября 2009 года. Так же отчетливо, как и день его рождения. «Хоронить своих детей никому не пожелаю», – говорит она. Он у меня был с мальчиком самый старший, и он был самый ответственный. Я все проблемы всегда возлагала на него. Это была моя опора, моя помощь. Он никогда не ругался, всегда улыбался. На работе, дома, насколько вот все говорят, его никогда не видели без улыбки. Он, не знаю, очень добродушный был, честный. Закончил учебу. Не знаю, и он очень хотел быть именно опером. И он пошел работать, именно он очень гордился тем, что он опер. У меня еще 2 сына и старшая девочка. Второй мальчик вышел, закончил как раз институт, вышел на его место на работу. До сих пор работает в милиции у нас в БВД. Завершилось торжественное награждение концертом, где артисты Государственной филармонии воспевали в своих песнях чувство любви и признания ко всем матерям. Зарема Ивлоева, Залина Магушкова, Хаваш Гойгов, Новости 24. День матери – еще одна возможность поблагодарить главного человека в нашей жизни за огромную любовь и заботу. Такими словами глава Ингушетии Юнусбек Евкуров начал беседу с женщинами республики. Это герой труда России Марем Богатырева, Хадишат, мать олимпийского чемпиона по дзюдо Хасана Халмурзаева, Фердоуса Наруева, воспитавшая 14 детей. Встреча посвящена Дню матери, прошла в неформальной обстановке за чашкой чая в зимнем саду резиденции. Глава региона отметил, что женщины, бережно храня преемственность поколений, сочетают в себе и традиционные семейные, и неповторимые индивидуальные качества. Сегодня в нашей республике, как и в целом по стране, у женщин есть все необходимые условия для личностной, профессиональной и творческой самореализации. Цитата. «Я убежден, что сегодня нет важнее задачи, чем защита материнства и детства. В этот день хочу пожелать всем матерям здоровья, счастья и долгих лет жизни», отметил Юнусбек Евкуров. К присутствующим обратился председатель Верховного суда Республики Ибрагим Фаргиев, который также в лице присутствующих поздравил всех женщин-матерей. День матери – это самый главный праздник. Почему? Потому что мать дает жизнь, и первый, кого видит ребенок, открыл глаза, это мама. Ну и первые слова, конечно, тоже мама. Рай под ногами матери. Все время беспокоиться о детях. Когда взрослые дети, для вас они все равно дети. Вы о них думаете, переживаете, беспокоитесь. Поэтому, наверное, Всевышний так и определенную роль и место матери в жизни человека. Поэтому вас поздравляем с этим праздником, желаем вам здоровья, счастья, успехов, терпения, еще раз терпения. Я надеюсь, что в этот день все найдут возможности вас дома обрадовать. Ну и в вашем лице всех наших матерей, всех наших женщин республики. Ну, хотелось бы, конечно, на примере нашей сегодняшней встречи пожелать всем нашим мужчинам, сыновьям, внукам, правнукам, чтобы всегда находили время для добрых, хороших слов родной матери. Наша съемочная группа навестила маму братьев Халмурзаевых. Этой женщине удалось вырастить настоящих богатырей. Она, как и положено, чуткой и сильной женщине, болеет за своих чемпионов, ждет по большей части от них успехов и тихо радуется за триумф своих сыновей. Они, надо сказать, платят ей тем же. Репортаж Мадины Пугоевой. Мастера спорта, призеры чемпионатов России, чемпионы Европы и мира Хасан и Хусен Халмурзаевы своими спортивными достижениями во многом обязаны своим родителям. Их отец рано ушел из жизни. С тех пор опорой и верным спутником для близнецов стала их мама Хадижат. Именно благодаря ее поддержке они сумели многого добиться в жизни. Эти два шкафа в доме Халмурзаевых своего рода доска почета. В одном из них хранятся награды Хусена, а в другом медали Хасана. Достижения младших сыновей и их путь к вершине спортивной карьеры Хадижат помнит в мельчайших деталях. Вот это было... Первый – это 9-й год, чемпион Европы, чемпион мира. В этот год это была Венгрия.
И он как самый штвы, его поставили, первая юношеская олимпиада должна была быть в Сингапуре. И он попал на эту олимпиаду, завоевал серебро. Среди десятка спортивных наград и олимпийская медаль Хасана Халмурзаева. Хадижат с гордостью достает ее с полки, вспоминая, с каким трудом ему удалась эта победа. Забрать спину, внимательно, переводит в портер. Первые минуты после боя для чемпиона Олимпийских игр самые счастливые. Сквозь переполняющие его эмоции во время записи интервью Хасан искренне благодарит за все именно маму. Большое спасибо моей маме. Честно говоря, очень много она сделала, то, что она верила и как-то до конца со мной была именно к этим Олимпийским играм. Они не только мама, и маме это отдельное спасибо. Чуть позже Хасану удается дозвониться до родных в Ингушетию. Первым он услышал голос родной матери. Добрый вечер, мама. Это твой сын Хасан. Ой, какой ты молодец, Хасан. Как ты оправдал все надежды всех болельщиков за тебя. Спасибо тебе, мама. Если бы не ты, ничего этого не было бы. Безудержная радость и яркие эмоции тех, кто болел за него в тот день, не сравнятся с переживаниями и волнением матери. Женщина молилась за сына вдали от чужих глаз. И даже весть о том, что Хасан завоевал золото, взволнованная мама восприняла не сразу. Ну, потом, естественно, это все. Но почему-то внутренне этот мне подсказал, что какую-то медаль он завоюет, потому что в любом случае таваха соревнование, медаль. И тем более вот этот профессиональный спорт, именно первые мехтики с Хулар-Сандука. Почему-то Сердце матери не успокоится до тех пор, пока не обнимет своего ребенка, признается Хадижат. И хотя в день возвращения Хасана на родину его окружили сотни земляков и десятки телекамер, именно объятия мамы и ее присутствие по-настоящему обрадовали чемпиона. Каждый раз, когда сыновья выезжают за пределы республики, признается Хадижат, она с нетерпением ждет от них новостей. Постоянно переживания, постоянно на телефоне. Смола телефон самолета в какой стране, пока доехали, пока это. Хотя бы телефон то важно, смс кайдали. Когда тоска по сыновьям овладевает, Хадижат достает альбом с фотографиями. Старые снимки, на которых Хасан и Хусен еще мальчишки, пожалуй, самые дорогие для нее. Рассматривая их, она натыкается на фото своей матери, которая еще при жизни сыграла ключевую роль в воспитании внуков. Когда близнецы только начинали свою спортивную карьеру, именно мама Хадижат помогла ребятам стать лучше. Она была мудрой, спокойной, но очень строгой, вспоминает женщина. Она всегда стремилась быть похожей на свою маму. Хадижат воспитала 6 детей, 3 сына и 3 дочери, каждый из которых нашел свое место в жизни. И сегодня, будучи многодетной матерью и бабушкой, она вновь ставит всем в пример родную кровь. Особенно Хасан Хусен, она их сама вот, когда они начали с ней жить по очереди, и она их как-то как у нее хватило. В первое время сук постоял лурс, жалобы шулырцын. Но потом она хозламыз гыбяха, шихана уроки, шихана тренировки, Эти выходные для Хадижат волнительны. Оба сына сейчас находятся в Турции. Близнецы принимают участие в Золотой лиге чемпионата Европы. Вместе с родными и близкими Хадижат ждет не дождется первых вестей от Хасана и Хусена. За их выступлением они будут следить во время прямого эфира. А пока братьев нет дома, моральной поддержкой, теплом и своей любовью с Хадижат Халмурзаевой делится ее домашний питомец. Кошка чемпиона тоже, по сути, спортсменка. Обычно златочхан сахар царки. Берги куамалвар. Берги озбар. Одинокими вечерами она молится не о победе. Завоевать очередную медаль или нет, решить судьба. Сейчас для Хадижат важнее здоровье и благополучие ее сыновей. Мама, воспитавшая чемпионов, с нетерпением ждет их возвращения на родину. Мадина Пугоева, Тимур Карахуев, Новости 24.
Семью другого чемпиона, но уже М1 челлендж Хамзата Далгиева посетил глава Ингушетии Юнусбек Евкуров. Напомню, Хамзат подарил нам спортивный праздник. Он одержал блестящую победу в турнире «Битва нартов». Глава Ингушетии лично поздравил маму чемпиона. У нее сегодня двойной праздник. Семья Хамзата – яркий пример достойного и благородного воспитания сына, который благодаря силе воли путем долгих усердных тренировок стал титулованным спортсменом. Уверен, Хамзата ждет долгая и успешная карьера, сказал руководитель региона. День матери отметили и в Доме культуры селения Плиева уже по традиции, но от чистого сердца. Теплые искренние пожелания, благодарность в репортаже Индиры Манкиевой. Этот праздник по праву называют самым нежным и добрым, ведь именно с этими чувствами у людей ассоциируется мама. Всех слов благодарности не хватит, чтобы сказать спасибо матерям за их бессонные ночи, переживания и поддержку, что они оказывают своим детям в трудную минуту. Мутхан Плиевой 75 лет. Женщина воспитала 6 детей. Все они уже взрослые, но, несмотря на это, для меня они всегда останутся детьми, за которых я буду беспокоиться, признается женщина. В каком бы возрасте человек не был, мама всегда остается самым любимым и необходимым в жизни человеком. Цените, любите и говорите ей об этом, пока есть возможность, призывают молодых сегодня собравшиеся здесь мамы. Каждая мать, как мы все знаем, старается дать своему ребенку самое важное – доброту своего сердца, теплоту, всю свою положительную энергию, все свои добрые и хорошие качества. Всегда старается воспитать из него самого достойного и хорошего человека. И в этот замечательный, красивый, добрый праздник я желаю всем матерям доброго здоровья, счастья безграничного, доброту, всю полноту, тепло, чтобы у них царило тепло всегда в семье. Депутаты местного самоуправления также подключились к поздравлениям. Мужчины всегда сдержаны на эмоции, но как только речь заходит о таком важном человеке, скупиться на слова просто не получается, признаются представители сильной половины. Именно мать стоит за всеми победами мужчин. عادل بلغت ولي خشعدي هنا كمان جروكا ولي جان من دع وها ولي دي الشواز دي استطوس ما تشوف واغي دي هنا سونك أنكيك دي هنا تشي واق دي زي دور لينوي هادي زون دور لينوي هادي ماش واو سك أنك حين سونك بحرداتي سون شيء دي هنا از عوجي سونك حاجة ماركة دي هنا نان دي هنا دوا رياستي. Главная мама Ингушетии также принимает участие в данной встрече и получает в свой адрес теплые слова поздравлений. Мама – это не профессия, это подарок свыше, это счастье, отмечает женщина. Любая работа, если можно считать, она бы не называлась работой, если бы она легкая была. Но испытать материнство – это дано сверху. И это не в тягость. Нам себя дети не заказывают. Я считаю, один ли ребенок, 15 детей, 10 детей – это счастье. Любая мама, когда видит своего ребенка, глаза светятся от счастья. Это не работа, это дано сверху быть мамой. Это мероприятие лишь малость того, чем мы можем отблагодарить наших мам, отметил глава села. Рай находится под ногами матери. Именно эти слова как нельзя лучше дают понять значение этого человека на земле. Их всех этот праздник. И чтобы они не видели нашего горя, чтобы они долго и счастливо жили и всегда нас, мужчин, терпели. Мы же всегда что-то обязательно придумаем, и наши дорогие мамы нас, бывает, что и до утра, вроде бы все дома легли спать, все соседи спят, а мама у окна встает, смотрит, садится, встает, смотрит, садится, ждет нас, обязательно что-нибудь на ужин нам приготовит. Чашку на чашку положит, рядом с печкой поставит, будет сидеть и ждать, пока ее дорогой сын придет или супруг придет. И ни за какие деньги, ни за какие награды человека невозможно заставить это делать. Она делает это
потому что это для нее самый дорогой человек. И понимая все это, мы тоже должны понимать, что женщина, мама – это все. Ну а в конце праздничного мероприятия всех собравшихся мам наградили подарками и грамотами. Индира Манкива, Тимур Карахоев, Новости 24. В общем, дорогие мамы, это ваш праздник. Вас любят, о вас думают, вас помнят. Будьте здоровы и по-настоящему счастливы. Мама – это самый дорогой человек в моей жизни. Она всегда может помочь хорошим советом. Я бы хотела пожелать своей маме счастья и здоровья. Не каждый хочет, чтобы своя мама прожила дольше. Пользуясь случаем, хотел бы поздравить свою маму, пожелать ей удачи, успеха, чтобы она жила долго. И я бы хотел поздравить всех мам с праздником вас. Мама – это самый любимый человек в моей жизни. Она меня растила, уважала. Я ее, конечно, тоже уважаю. И так все будет продолжаться. Дорогая мама Марина, поздравляю тебя с Днем Матери, желаю всего самого лучшего, и чтобы ты без конца радовалась нами, своими плохими детьми, которые иногда тебе мозг выносят. Еще поздравлю свою Мярнан Азу, которую я очень люблю, с которой мне очень повезло. Ну и к другим темам. Апаз Илиев прошел сегодня контрольный осмотр у офтальмолога. Напомню, что недавно самому пожилому жителю страны провели операцию по удалению катаракты глаза. Доктор отметил, что несмотря на внушительный возраст пациента, операция прошла успешно и без осложнений. Впереди у дедушки еще одна аналогичная операция уже на второй глаз. А перед этим пациенту необходимо набраться сил. На сегодняшний день он пришел на контрольный осмотр, глаз идет восстановление по плану, и пациент продолжает лечение. Я думаю, что через месяц он должен к нам на повторный осмотр подойти, и где-то через месяцев 3 мы займемся за другой глаз. Ну а сейчас напомним, как боролись за здоровье нашего долгожителя. Его прооперировал дагестанский хирург под руководством ингушского врача, руководителя медицинской клиники «Здоровое поколение» Юсупа Басягурова. Вот как это было. Для Юсупа Байсагурова предстоящая операция уникальна. Пациент – один из самых старейших людей в России – Апаз Илиев. В этом году житель Ижевского района Ингушетии отметил свой 121 день рождения. Операцию на глаза дедушки руководитель клиники будет курировать лично. А восстановит зрение Апазу Илиеву врачи из Дагестана, которые, кстати, приезжают к нам не первый год. Ему ездить куда-то, переезжать куда-то, у него проблема. И прямо дома у себя в таком приятном остановке мы проведем и операцию, и долечим его. И у нас, я думаю, получится все правильно. Апаз Илиев перед предстоящей операцией не волнуется. В профессионализме медиков он даже не сомневается. А вот сможет ли сам перенести ее без осложнений, зависит только от Всевышнего, говорит он. يولر يا تويت الشيديل المدي يا دنيا خلمدي دنيا يا دنيا ويتا تبع دام أور دار ديقل ويا دابغا ولي تأخذ ديقل ويا تقدر خايشات. Пару минут ожидания, и пациента ждут в операционной. Стоять на ногах дедушке тяжело, поэтому завозят его в коляске. Все это время рядом с Апазом Илиевым его родные и близкие. Они бережно помогают ему одеть шапочку и медицинский халат. Операция начинается. 20 минут, проведенные по ту сторону двери, кажутся родным вечностью. Поэтому встречают пожилого мужчину у операционной, еле сдерживая радость и эмоции. Пациент чувствует себя хорошо, операция прошла успешно. Теперь долгожителю предстоит небольшой курс реабилитации, после которого он вновь сможет проводить досуг за чтением книг. Как таковой сложности не было, но все равно у него слишком перезрелая катаракта была. И в этом отношении пришлось нам еще дополнительно поработать.
Ну, мы справились, операция прошла благополучно, и, как видите, состояние, очень хорошее состояние наш дед. И мы думаем, что завтра он будет читать уже Коран. Впрочем, несмотря на свой преклонный возраст, здоровью Апаза Илиева можно только позавидовать. Долгожитель из Джараха самостоятельно ходит, совершает омовение и намаз. Вот только зрение с годами начало подводить, признается он. Убедить дедушку в необходимости оперативного вмешательства удалось разве что Юсупу Байсагурову. Я же опять говорю вот этот Юсуп его говорил. Я, говорю, сделаю тебе операцию, говорит, чтобы будешь, говорит, видеть, читать. Когда мы говорили, он так не решался, когда врач сказал, тоже его двоюродный, но он племянником ему тоже доводится. Самое сложное уже позади. Очень скоро Апаз Илиев вновь сможет вернуться к любимому делу, читать самую дорогую для него священную книгу, смотреть телевизор и просто наслаждаться красотами горной Ингушетии. Мадина Пугуева, Адам Далаков, Новости 24. Ну и напоследок. Аэропорт Домодедово оказался подкаблучником. Специально для представительниц прекрасного пола там открыли парковочные места, снабдив их специальной пометкой в виде розовой туфельки. Таким образом, аэропорт хочет придать уверенности женщинам-водителям и обеспечить им комфорт. На розовой площадке больше света, рядом пешеходные дорожки и пункты оплаты. Предусмотрели даже то, чтобы оставалось пространство для мам, которым надо будет вытащить детскую коляску, установить автокресло или подкатить тележку с багажом. Руководство аэропорта обрадовало прекрасный пол тем, что будут созданы еще 45 парковочных мест. Все для вас, любимых. Следите за новостями на канале Ингушетия и до встречи в эфире. ВИП-клиник предлагает услуги поликлиники, лаборатории и дневного стационара. Предлагаем все виды озонотерапии. Проводим лазерные удаления доброкачественных новообразований хирургам-онкологам. Лазерное удаление и лечение дефектов кожи. Только у нас. Лазерная наноперфорация для гарантированного омоложения кожи любого возраста. Лазерная эпиляция. Контурная пластика. Блефаропластика. Восстановление упругости кожи и фигуры на премиум-аппаратах. И впервые уникальные нити Аптос для безоперационной подтяжки лица и тела. Быстрей, быстрей, пока не разобрали! Недели LG в поиск Home. Успей купить выгодно со скидкой до 50%. Так телевизор LG по супер цене и с выгодой 50% по акции. И новогодний подарок каждому. Нужны запчасти? Где их купить? Долго ли ждать, пока их доставят? Как не переплатить? Гипермаркет запчастей exist.ru. Выбрать и заказать детали вы можете круглосуточно на сайте. Чтобы сделать заказ, выберите вариант поиска. Если вы знаете номер детали, просто введите его в окно поиска. Вы узнаете цены и сроки доставки деталей в ближайший офис. Если номер вам неизвестен, выполните поиск по каталогу. Точно не знаете, какая деталь вам нужна? Мы поможем. Укажите на главной странице параметры вашего авто и оставьте заявку. Менеджер поможет вам подобрать нужную запчасть. Заказ в системе Exist можно оплачивать наличными в наших офисах, банковской картой на сайте или используя безналичный расчет. Заказ вы можете забрать самостоятельно в ближайшем офисе. exist.ru. Ваш гипермаркет запчастей. Салон дверей «Рамос» — это огромный выбор межкомнатных и стальных дверей в наличии и на заказ. В нашем салоне представлены двери от эконом-класса до роскошных и эксклюзивных дверей из массива дуба и бука. Мы предлагаем вам практичные и великолепные по своей эстетике коллекции, надежную дверную фурнитуру самых разных стилей и выгодные предложения для оптовиков. Салон дверей «Рамос». Богатый выбор по привлекательным ценам. Центр поддержки предпринимательства Республики Ингушетия осуществляет консультационные услуги по вопросам финансового и маркетингового планирования, правового и информационного сопровождения деятельности предпринимателей, а также по вопросам применения трудового законодательства. Мы регулярно проводим семинары, круглые столы, мастер-классы, тренинги и курсы повышения квалификации. Все услуги предоставляются бесплатно. Ждем предпринимателей по адресу: город Назрань, проспект Идриса Базоркина, 8Б.
открылась новая автозаправочная станция «Русойл». «Русойл» — это уверенность в качестве топлива и его объеме. Это поставки прямо с завода, стопроцентный долив и выгодная цена. У нас вы можете поставить свою машину на автомойку, совершить намаз и даже сделать ремонт и диагностику автомобиля. Мы находимся в сельском поселении Альтиево, рядом с техстанцией Варшава. Автозаправочная станция «Русойл». Полный бак уверенности. Натяжные потолки любой расцветки и любой размерности на ваше усмотрение. Цена от 380 рублей за квадратный метр. Возможно, оплата в рассрочку. Качественная и быстрая работа. Мир потолков. Оживи свой потолок красками мира. Телефон 8 928 094 62 61. Ваша мебель предлагает широкий ассортимент мебели для вашего дома. Кухни из массива дерева на заказ под ваши индивидуальные размеры. Шкафы-купе европейского качества, мягкая мебель, а также белорусская мебель от производителя. Адрес: город Назрань, улица Тангиева, 13. Обращаться по телефону 8 962 640 1090. Пожалуй, самая низкая цена на шубы. Норка по 57 тысяч рублей. Мутон по 9 тысяч рублей. Рассрочка без переплаты на 2 года. С 24 по 27 ноября. Рынок Фабрика, голубое стеклянное здание. Улица Фабричная, 26. Город Назрань. С 17 ноября по 17 января скидки до 10% на хрусталь, фарфор, текстиль и сувенирную продукцию, а на мебель до 15% в магазине «Домашний» в торговом центре «Столица» по адресу город Магаз, улица Кулиева, 29. Телефон 8 938 008 0038. Внимание! Фабрика «Снежка» снова в Назрани. Все шубы в рассрочку на 3 года, а жилет мы вам подарим с 24 по 27 ноября в городском дворце культуры. Акция от компании «Сервис IT». Основательный подход. Скидка 50% на программу «Астрал Отчет». Мы поможем вам легко и быстро сформировать и отправить все виды отчетов в налоговую, пенсионный фонд, фонд социального страхования и другие контролирующие органы. Спецпредложение действует только в декабре и только по Республике Ингушетия. От чего зависит хорошее настроение? От вкусной еды, здорового сна, хорошей компании и просто комфортных условий на работе и дома. Более 20 лет мебельный салон «Беркат» создает хорошее настроение всем, кто выбирает качество. Для вас дисконтные карты и постоянно действующая система скидок, бесплатная сборка и доставка в пределах республики. Ждем вас ежедневно без перерыва и выходных с 9 до 18 часов по адресу город Назрань, проспект Базоркина, 72. Подробности на сайте berkat-mebel.ru. Магазин ковров «Богатырь» предлагает широкий ассортимент ковров, линолеума, напольных покрытий, большой выбор качественных ковров турецких производителей, от классических моделей до авангардных новинок. Цены ниже рыночных. Также у нас вы можете приобрести люстры, бра, светильники, посуду и текстиль. Наш адрес – город Назрань, торговый комплекс «Ковчег», правое крыло. Ремонт – это борьба. Борьба с ленью, стихией, временем, отчаянием. Все необходимое для ремонта и строительства от фундамента до кровли вы найдете в сети магазинов «Строймаркет». Качественная продукция, доступные цены и опытные консультанты. «Строймаркет» – ваш помощник по ремонту и строительству. Нужно поставить импланты? Выезжать куда-то нет времени? Теперь нет необходимости тратить время и деньги. В Центре имплантации зубов DI ежемесячно приезжают самые опытные врачи России и проводят все виды имплантации зубов: синус-лифтинг, костная пластика, протезирование, коронки из оксида циркония, керамические виниры. Также у нас ведут прием опытные терапевты-ортодонты и детские стоматологи. Город Магаз, улица Бурова, 21. Телефон 8 988 122 22 00.